Так, слово для выступления предоставляется постоянному представителю Министерства юстиции в Конституционном суде Джеркамбаеву Аязбеку Долозбековичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Добрый день, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемый председатель. Разрешите от имени Министерства предоставить правовую позицию по данному делу. Наша позиция уже была представлена письменно ранее. В рамках моего доклада я немножко расширю правовую позицию, постараюсь немножко обосновать некоторые моменты. Основные моменты, пожалуйста. Хорошо. Ага. Я хотел бы немножко остановиться на правовой природе данного института. Да? То есть, в целом мы считаем, что данные положения, оспариваемые положения, не противоречат Конституции, реализуют законное право государства на обеспечение правосудия в условиях уклонения обвиняемого, содержат внутренние процессуальные гарантии, соответствующие международным стандартам, отвечают принципам правовой определенности, равенства, состязательности и верховенства права. Относительно правовой природы, то есть мы немножко провели небольшое исследование, то есть это принцип, он применяется в международной практике, называется in absentia, то есть в отсутствии заключенного, да, в смысле в отсутствии обвиняемого. И подразумевает под собой проведение процессуальных действий без личного участия обвиняемого. И это исключение из базового принципа уголовного судопроизводства, то есть позволяющего реализовать право на защиту, осуществить личное реагирование на обвинение, участвовать в исследовании доказательств и выборе стратегии защиты. В этой связи правовая природа производства in absentia определяется как исключительное, компенсаторное и подчиненное принципу недопущения злоупотребления процессуальными правами. In absentia – это реализация обязанностей государства обеспечивать правосудие. Государство обладает позитивной обязанностью по реализации уголовной политики, по обеспечению неотвратимости ответственности, по защите прав и законных интересов потерпевших и общества. Если допустить, что отсутствие обвиняемого, даже умышленное, делает невозможным рассмотрение дела, это означает переход контроля над уголовным преследованием к обвиняемым, создание процессуальной привилегии для недобросовестного поведения, нарушение баланса между правами личности и общественным интересом. Следовательно, производство in absentia – это не ограничение права обвиняемого, а инструмент сохранения правовой эффективности системы при условии соблюдения надлежащих процессуальных гарантий. И in absentia можно рассматривать как форму молчаливого отказа от процессуальных прав. В доктрине признается, что поведение обвиняемого, выражающееся в систематическом уклонении от явки, скрытии местонахождения и игнорировании уведомлений, может трактоваться как конклюдентный, молчаливый отказ от личного участия в процессе, не лишающий обвиняемого остальных прав, включая защиту и пересмотр приговора. Такой подход лежит в основе решений многих национальных судов и признан допустимым с точки зрения доктрины добросовестности в уголовном процессе, теории соразмерного ограничения прав при необходимости защиты конституционного судопроизводства. И, соответственно, принцип in absentia в системе принципов уголовного судопроизводства должно толковаться не как угроза принципам правосудия, а как форма обеспечения функционального правосудия, как ответ на недобросовестное поведение участников, как инструмент защиты интересов правосудия потерпевших и общества. Оно связано с реализацией следующих конституционных принципов, а именно верховенство права, то есть уголовное преследование не может зависеть от поведения обвиняемого, неотвратимости ответственности, то есть общественная безопасность требует завершения производства, равенство сторон. Добросовестная сторона государства не может быть поставлена в зависимость от недобросовестной, уклоняющейся обвиняемого. И принципа пропорциональности, то есть ограничение прав лица оправдано и минимально, если есть защита и право на пересмотр. Таким образом, правовая природа производства in absentia определяется как исключение, вытекающее из поведения самого обвиняемого, инструмент обеспечения правосудия, соответствующий международным стандартам, механизм баланса между индивидуальными правами и интересами общества. При соблюдении условий законности и процессуальной гарантии in absentia производство представляет собой конституционно допустимую форму уголовного преследования, не нарушающую прав обвиняемого и не вступающую в противоречие с принципами справедливого судопроизводства. И касательно законодательства нашей страны, то есть Конституция уже предусматривает возможность заочного разбирательства уголовных дел при соблюдении определенных гарантий. Это означает, что законодатель вправе вводить специальные режимы разбирательства и расследования при соблюдении базовых конституционных гарантий, включая надлежащее уведомление, участие защитника и возможность пересмотра дела. УПК КР уже предусматривает розыск обвиняемого, статья 248, меры пресечения при уклонении, статья 104, возможность следственных действий без участия обвиняемого, если он не установлен или уклоняется, статья 247.
участие защитника по назначению, а также передачу дела в суд в отсутствие обвиняемого. Таким образом, мы считаем, что установлена комплексная правовая модель допустимости производства in absentia на досудебной стадии, где защита прав обвиняемого реализуется не через его физическое присутствие, а через гарантии, обеспеченные законом. Относительно права на защиту и принципу состязательности, Конституция закрепляет право каждого на защиту, включая право защищаться лично или через защитника, право на юридическую помощь с момента задержания или предъявления обвинения. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики не исключает эти права при заочном разбирательстве. Участие защитника в досудебном производстве обязательно. Защитник назначается, если обвиняемый отсутствует в порядке, установленном под пунктом 12 части 1 статьи 37, под пунктом 6 части 1 статьи 4, под пунктом 9 части 1 статьи 46, статьи 50, части 1 статьи 97, под пунктом 2 части 3 статьи 208, а также законом Кыргызской Республики о гарантировании государственной юридической помощи. Обвиняемый может обжаловать действия следователя приговора и иные процессуальные акты при явке. Таким образом, участие обвиняемого в производстве может быть заменено процессуальным представительством, что не нарушает право на защиту и обеспечивает состязательность сторон, если обвиняемый уклоняется от участия добровольно и осознанно. Относительно дополнительного ходатайства по части 2 статьи 403 относительно апелляционного обжалования, тоже немножко, если говорить о природе, то цель механизма апелляционного обжалования заочного приговора, можно сказать, что законодатель, вводя процедуру заочного приговора, одновременно стремится обеспечить эффективность уголовного правосудия, да, соблюсти принципы состязательности и равноправия сторон, не нарушить право на защиту, предоставляя возможность пересмотра. Апелляционное обжалование заочного приговора – это форма процессуальной компенсации за отсутствие обвиняемого на судебном разбирательстве, при условии, что он позднее изъявит волю на участие. И, соответственно, право на обжалование приговора гарантируется Конституцией, международными стандартами, в частности, статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Однако международный стандарт допускает, что срок апелляционного обжалования может быть установлен законом. Он должен быть разумным, предсказуемым и не исключать пересмотра по существу, если лицо докажет, что оно не знало о переговоре. Часть 2 статьи 403 предусматривает 3 месяца на подачу ходатайства. Применение этого срока только к заочным приговорам, возможность судебной оценки уважительности причин пропуска. И, соответственно, следовательно, норма не лишает лицо апелляционного обжалования обеспечить правовую определенность, балансируя интересы обвиняемого и потерпевших. По поводу правовой неопределенности и отсутствия отдельной нормы о заочном следствии. Да? Аргумент о недостаточной конкретизации не подтверждается. Уголовно-процессуальный кодекс не содержит запрета на заочное предъявление обвинения. Устанавливает всю необходимую процедуру от уведомления до участия защитника. Связывает допустимость заочного производства с уклонением и объявлением в розыск. Таким образом, отсутствие специального термина «заочное следствие» не образует пробела и не нарушает правовую определенность, поскольку закон дает возможность обвиняемому предвидеть последствия своего поведения, что соответствует доктрине правового государства. Ну, не знаю, насколько следующее касается, но тоже хотелось бы отметить по поводу, поскольку это было отмечено в ходатайствах, в обращении, по поводу избирательности применения норм. Конституционный контроль, хотел бы здесь отметить, что конституционный контроль – это оценка содержания нормы, а не ее применительной частоты. То есть Конституционная палата в своем решении от 21 февраля 2014 года прямо указала, оценка эффективности реализации нормы и ее частоты применения не входит в компетенцию органов конституционного контроля. Следовательно, выборочность применения свидетельствует о правоприменительных проблемах, может быть устранена ведомственными регламентами и не является основанием для признания нормы неконституционной. Соответственно, международные органы, комитет ООН, ЕСПЧ и иные трибуналы, сколько было трибуналов по отдельным процессам, выработали следующие критерии допустимости заочного обвинения, производства и вынесения решения. Это критерии надлежащего уведомления. В нашем законодательстве есть через вызовы, через розыск, через публикацию. Второй критерий – это уклонение обвиняемого. В нашем законодательстве, да, при подтверждении следствием. Критерий обязательно участия защитника. Конечно, у нас полностью предусмотрены все гарантии. Возможность пересмотра переговора. Да, статья 296. Обжалование заочного приговора. Вот оспариваемая статья. Таким образом, оспариваемое положение в полной мере соответствует международным правозащитным стандартам и обязательствам Кыргызской Республики
по правам человека. Ну и в заключение хотелось бы отметить, что оспариваемые нормы не нарушают Конституцию Кыргызской Республики, обеспечивают надлежащий баланс между индивидуальными правами и интересами правосудия, не содержит правовой неопределенности, применяется в строго ограниченных и обоснованных законом случаях, сопровождаются реальными процессуальными гарантиями, соответствуют международным стандартам. Признание их неконституционными означало бы лишение государства эффективного механизма борьбы с уклонением от правосудия, что нарушило бы права потерпевших, подорвало бы принцип верховенства права и дестабилизировало бы уголовную юстицию. Спасибо.